В Крыму все же отпраздновали День флага. На оккупированном полуострове крымские татары украшали свои дома и автомобили национальной символикой. Празднования были не такими массовыми, как до аннексии, однако патриоты все же провели автопробег в поселке Буюк-Онлар, Октябрьская, и по Восточному Крыму. Во время движения по маршруту Кефе, Феодосия, Байбуйга, Ближнее, Насыпкой, Насыпное, Джанкой, Подгорное, Султан-Сала, Южная, Коктебель и Отуз, Щебетовка. К колонне присоединились еще больше автомобилей с крымско-татарской символикой. В день крымско-татарского флага в Симферополе провели большой ифтар. Туда пригласили крымско-татарских активистов, ветеранов национального движения, деятелей науки и культуры, а также активную молодежь. Перед началом ифтара состоялся концерт с песнями и национальными танцами. Молодежь Крыма отметила День флага интеллектуальной игрой. В день крымско-татарского национального флага в Симферополе для молодежи провели интеллектуальную игру «Байрак-ринг». Участникам пришлось серьезно побороться за победу, ведь вопросы были сложными. В соревновании приняли участие 5 команд. Все они получили по крымско-татарскому флагу. А победителям вручили книгу крымско-татарского писателя Нузиета Умерова. Различные вопросы по химии и физике, по крымско-татарской, зарубежной и русской литературе, по истории. Я не считаю это борьбой, я считаю, что это время комфортного времяпрепровождения, заодно потренировать свой мозг, устные кроссворды, так сказать, пооткладывать. Много эмоций в такой великолепной игре, мы заняли призовое место. Было не тяжело, потому что наша команда дружная и работает сообща.